В июле она рассказывала, то, что она с нами не встречается, потому что она постоянно в синяках, потому что она постоянно вот под его контролем, потому что она не может просто так как бы отлучиться. Она еще тогда говорит, блин, я вам так завидую. У нас с нами еще третья подруга, моя подружка была. И она вот, а это моя подруга детства, она, получается, и Салту тоже с детства знает. И она была удивлена, она говорит, блин, я так тоже вот хочу так свободно выйти куда-нибудь посидеть, там, но я, говорит, с ним не могу, вот это все меня вообще. То есть поясняла, да? А вот как она вела себя в присутствии Бишимбаева? Можете писать свободно или нет? Ну, на день рождения она себя не свободно вела. А в остальных случаях? Ну, я ее позже в ноябре видела уже. Но она всегда беспокоилась о том, что скажет он, как отреагирует он, как он на нее посмотрит. Для нее это всегда было важно. Она не была такой, у меня даже вот 5 ноября, когда я последний раз видела, я ей вот прям так хотела сказать, писала, там, давай я тебя заберу, типа, поехали вместе куда-нибудь сами, типа, отдохнем, вот как сестру обнять родную, а не вот так вот постоянным надзором, контролем. Нет вопросов, Ваша честь. Так, у потерпевшей его представителей есть вопросы? Да, уважаемый суд. Хорошо. Позволите, пожалуйста, с места. Можно. Спасибо. Свидетель, сообщите, пожалуйста, суду. Как именно Салтанат изменилась после свадьбы с подсудимым Бишимбаевым? Ну, она стала какой-то закрытой. Она стала меньше с нами общаться. И это было заметно, потому что до этого мы были постоянно вместе. Ну, мы же в Астане живем все. А тут она вообще прям стала реже звонить. Еще вот эти ее не звони, не пиши, это вообще было. Поясните про это. Что значит не звони, не пиши? Ну вот я ей, например, пишу на WhatsApp, да? Она мне говорит, Танюша, ты мне не пиши, типа, я тебе сама напишу. Не надо, чтобы Кондык, типа, читал. Хотя там ничего такого в переписке нету, там просто привет, как дела, что делаешь? Скажите, пожалуйста, внешне Салтанат как-то изменилась после свадьбы? Я даже думала, что, может быть, Кондык ей запрещает со мной общаться после этого инцидента зимой. Я даже это у Аиды уточняла. Ибрагим, ты не знаешь, может, Кондык со мной запрещает общаться? Какого инцидента? Ну вот про цветы, которые я же рассказывала. Внешне как-то Салтанат изменилась после свадьбы? Она ужасно похудела. Особенно вот на день рождения, когда я ее видела, она была ужасно худой. Я это тоже ей озвучила. Я говорю, ты капец худая, так нельзя. То есть сильно похудела, заметно было, да? Да. Вот про день рождения. Вы помните, какое у нее было настроение? Но это не было ее обычным настроением там, которое может быть. Это было что-то вот такое вот подконтрольное. Подконтрольное кому? Ну, видно было то, что вот она постоянно оглядывается на Кондыка. Я же говорю, для нее было важно то, что он подумает. Следующий вопрос. Свидетель, сообщите, пожалуйста, вам известно, какие у Салтанат были отношения с детьми от предыдущего брака подсудимого Бишимбаева? Да, конечно. Вот 15 мая, когда было день рождения при родителях, я до этого вообще знала, то есть они меня даже звали как-то в отель с ними пойти, там в бассейне покупаться с дочей. А после уже на дне рождения я видела, как дочь, вот младшая Кондыка, она сидела, прям вот я сидела, они не рядом сидели, она сидела у него на руках. Ой, у Салты на руках она сидела, дочь. И она прям так не хотела уходить еще, я помню. Потом ей говорят, вот тебе ехать надо. Она не хотела уходить, Салта прям обнимала. То есть какие были отношения? Теплые. Теплые.